Я бы хотел начать с такой истории. Представьте, мы касались на прошлом собрании, если вы были, истории Рождества, и что на самом деле во всем мире то ожидание чуда, которое у нас есть на Новый год, на самом деле это ожидание чуда на Рождество. Просто в нашей стране в какой-то момент в нашей истории подменили праздник Рождества на Новый год. И я не делаю никаких оценок вообще, это просто констатация факта. То есть у нас вся страна так масштабно празднует Новый год, но на самом деле это весь мир празднует Рождество так масштабно. Новый год так нигде не празднуют. Но может быть это не так плохо, потому что вся суета новогодняя, она именно на Новый год достается, а Рождество люди празднуют именно осознанно, рождение нашего Спасителя. Но история, которую я хочу рассказать, она произошла в одной из западных стран. Реальная история, когда дети готовили подарки на Рождество, и у одной женщины ребенок-подросток, он приготовил ей прямо очень красиво оформленная коробочка под елочкой. Мама ее берет, и она знает, что у ребенка нет денег вообще. И все выглядит очень дорого-богато. Она улыбается, открывает ее. То есть там одна упаковочка, коробочка, потом там еще коробочка, а в коробочке лежат 2 батарейки пальчиковые. И такая наклеечка. Подарок в комплект не входит. Может быть, вы когда-то сталкивались, я не знаю, как сейчас, когда у меня дети росли, то есть они уже выросли. У нас, кстати, первый Новый год и первое Рождество, у нас дома нет детей. Никого. Мы, знаете, мы тут отступление небольшое, но мы с женой приготовили курицу в духовке, и каждый смог взять себе по крылу, и вообще выбирать, потому что когда у тебя 3 детей, ты особо там не выбираешь. Я люблю белое мясо, так получилось. В том смысле, что меня никто не спрашивает, но это то, что остается. Я всегда ел грудку, а тут я даже растерялся. В смысле, еще и на 3 дня осталось. В общем, вот. Но когда дети были маленькие, одна из самых неприятных ситуаций, которая может произойти, может быть, кому-то это знакомо. Когда ты купил новогодний подарок или рождественский для своего ребенка, ребенок маленький, и это какая-нибудь там, я не знаю, электронная штучка, то есть ты ложишь этот подарок, не обязательно электронно, но имеется в виду, что там есть батареечки. Для того, чтобы она действовала, нужны батарейки. Ты упаковываешь, ложишь под елку, ребенок открывает на Новый год, скрываешь, а там написано, что батарейки в комплект не входят. И ты такой начинаешь все ящики вытаскивать, проверять дистанционки, чтобы найти эти батарейки, для того, чтобы каким-то образом это дело запитать. И если у тебя получается, слава Богу, но если не получается, ничего не работает. На Новый год все магазины закрыты, подарок он есть, и происходит разочарование. Есть подарок, но нет источника энергии, сила, которая бы приводила эту игрушку в действие. Вы понимаете? К чему я это говорю? Вы знаете, Библия учит нас, что у нас есть великий дар от Бога. Это Иисус. Мы празднуем Его рождение, то есть вхождение в этот мир. Эммануил, Бог с нами. Это Его имя. Он был завернут в пеленки, положен в кормушку для животных. И у нас есть великий дар спасения. Если мы верим в Иисуса Христа, мы получаем спасение. Потому что Иисус пришел в этот мир не для того, чтобы остаться младенцем. Но Он вырос, Он вошел в свое служение, Он умер и Он воскрес. И благодаря Иисусу у нас есть новая жизнь. Мы рождены свыше. Вы здесь? Студенты библейских курсов, вы можете сказать аминь? Молодцы. У нас новая жизнь благодаря Иисусу. Это великий дар. Но смотрите, для того, чтобы жить этой новой жизнью, рожденной свыше, в полной мере, нам нужна Его сила в нашей жизни. И эта сила, она исходит от Духа Божьего. На самом деле у Бога никогда не было плана, чтобы мы занимались этим христианством всем в одиночку, сами по себе. И именно поэтому Иисус сказал, что отправит нам помощника.
что мы не будем одни, мы не будем это делать все сами своими силами. Давайте мы прочитаем Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16-17 стих. «Я попрошу Отца», еще раз, все места Писания, которые я читаю, они будут в новом русском переводе. И если не указано, у нас будет одно место Писания, мы прочитаем и в новом русском, и в синодальном. Итак, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16-17 стих. «Я попрошу Отца, и Он даст вам другого заступника, чтобы Он навеки остался с вами, Духа истины. Мир не может принять Его, потому что не видит Его и не знает Его, но вы знаете Его, потому что Он живет с вами и останется в вас». И вот здесь то, что переведено «заступник», вот это слово на греческом вообще означает заступник, помощник, советник, утешитель. Это все про Духа Святого. Дух Божий, еще раз написано, наш помощник, наш заступник, наш советник, наш утешитель. Вы со мной? Он был дан нам, чтобы быть чем-то вроде источника энергии, как вот эти вот батарейки в игрушке в детской, которые ее питают, которые дают ей силу. И Дух становится той силой, которая помогает нам жить для Иисуса. Давайте мы прочитаем Галатам 5 глава, 25 стих. «Если Дух дал нам жизнь, так давайте же будем и поступать по Духу». Что это означает? Нам нужно ходить в Духе или поступать по Духу. Нам нужно проводить время в молитвах, нужно читать Писание, нужно общаться с другими верующими. И если мы делаем это систематически, то Дух, который в нас, Божий, который живет, Он что делает? Он начинает менять нас изнутри. Что-то произошло. Еще раз. Когда Дух Божий в нас, мы поступаем по Духу, Он меняет нас изнутри. Помните, на прошлом собрании я говорил, что нам нужно, то есть мы говорили о том, чтобы Рождество для нас по-настоящему наступило, что мы должны измениться, мы должны начать отображать Христа, мы читали место Писания, своей жизнью, своим отношением с окружающими. И когда Святой Дух, Он меняет нас внутри, мы начинаем приносить плоды Святого Духа. Вы понимаете? И смотрите, плоды – это когда ты даже не задумываешься. Это естественно. И Библия полна, знаете, когда хорошее дерево, оно приносит хорошие плоды. То есть не бывает так, что от осинки рождаются апельсинки. Да? То есть оно в соответствии с тем, чем ты наполнен внутри, тот плод ты и производишь. Мы сейчас этого коснемся. Написано в Галатам 5 глава, 22 и 23 дух. Плоды Духа какие? Плод же Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, великодушие, доброта, верность, кротость, умение владеть собой. В законе нет ничего против этого. Я как-то уже давно в своей проповеди приводил такой пример. Еще раз сейчас его приведу, может быть, не знаю, мне кажется, не так часто, многие, наверное, не слышали. У меня родители живут здесь, в Якутске, и папа, он дачник такой, постоянно все выращивает у него. То есть у нас всегда огурцы, помидоры, огурцы у нас, то есть в конце мая, там уже прямо бочонки соленых огурцов своих. То есть конец мая, казалось, все очень рано. Теплицы отапливаются, он вообще спец в этом деле. Но если вы хоть немножко что-то выращивали, вы понимаете, что в мае, для помидор еще очень рано. Даже в Якутске, каким бы ты там ни был, я не знаю, у нас в Саюре, наверное, круглый год выращивают, но тем не менее, если ты дома это делаешь, у мамы день рождения, в конце мая приезжают родственники, и отец просто решил пошутить, у него теплицы большие. Он пошел в магазин, купил помидоры на веточках разные, и пошел их везде навязал у себя в теплице. И когда родственники приехали тоже с деревни, с Иркутска, они просто ахнули.
В Якутии в конце мая помидоры спелые на ветках уже. Что я хочу сказать? Вот смотрите, когда Дух, Он тебя меняет внутри, тебе не нужно ничего привязывать. Ты, конечно, можешь привязать все плоды Духа, быть радостным, изображать мир, долготерпение, великодушие, доброта и прочее, и прочее, и прочее. Но это неестественно, вы понимаете? Ты сам это знаешь, что ты это привязал, что это не твое. Но когда у тебя действительно плод Духа, ты изменен, и ты это естественно производишь, тебе не нужно напрягаться и думать об этом. У тебя помидорки, они сами по себе. И радость, и мир, долготерпение. Вы понимаете, о чем я? К чему мы стремимся? То есть тот Дух, который Бог нам дал, который живет внутри нас, Он нас меняет, и мы начинаем приносить плоды Духа. Итак, если мы сосредоточены на хождении по Духу, то нам не надо напрягаться, чтобы наша жизнь она выглядела красиво для окружающих. Плоды Духа, они будут естественны, потому что Дух, Он меняет нас внутри. И вы знаете, это тот самый Дух, вот, когда Он живет в нас внутри, это отражение той ситуации, когда Адам и Ева, они жили в Эдемском саду, и та ситуация, которая у них была, они имели общение с Богом, и потом они это все потеряли, когда они были изгнаны из рая. Они ходили, разговаривали с Богом, имели общение с Ним, но когда они согрешили, они потеряли эту возможность. Но теперь, благодаря Иисусу, у нас все вернулось. Вы понимаете? Не потому, что мы такие классные, но потому что у Бога был план. Иисус, Он умер за нас, и мы снова обрели эту близость с Богом. Давайте еще раз прочитаем. Матвея 1 глава, 23 стих. «Вот дева забеременеет, в смысле девственница, и родит сына, и назовут его Эммануил», что значит «с нами Бог». Вы знаете, я верю искренне, что когда Бог, Он создавал этот мир, и Он создавал человека, Его намерение искреннее было иметь общение с человеком. Он ходил и разговаривал с Адамом и с Евой в Эдемском саду. Он проводил с ними время. И потом, когда это все разрушилось, и человек, он потерял общение с Богом, я искренне верю, что Бог, Он прямо желал это восстановить. И сейчас та близость, которую мы можем иметь с Богом, с Духом, с Иисусом, это бесценно, это дар. Все восстановлено. Тем более, знаете, я, не то чтобы шокирован, но неприятно удивлен. Знаете, есть проповедники, учителя, теологи, которые, не считают так, что Бог хочет проводить с нами время. Я сейчас поясню. Вы знаете, на самом деле, теология, может быть, это как больше западная. Теос – это Бог, логос – это слово о Боге. В русском языке есть богословие, у нас такой термин, и кто-то делит, что теология – это как бы западная, богословие – это вот наша православная, есть определенные различия, но суть именно в этом. Но смотрите, часто люди получают богословское образование, теологическое образование, и на самом деле ты можешь получить такое образование и не быть верующим. Вы понимаете? То есть очень много религиоведов, людей, которые вроде бы номинально верующие, но ты смотришь на него, у него точно Христос, он не отображается в жизни. И вот у него вся его теология, она вот здесь, в мозгах. Он никогда не применял, он не переживал встречу с Богом, он не знает, что такое молиться, что слышать ответ. И все его познания, они чисто академические, в мозгах. И часто такие люди, они, знаете, как правило, очень важные, имеют какие-нибудь степени докторские. И смотрите, я хочу провести такую черту,
Потому что богословие – это вообще систематическое учение о Боге, основанное на изучении Священного Писания, истории церкви. Туда входит учение о Святой Троице, о Христе, о церкви, о человеке, о спасении, о грехе. Это очень важно. Это важно знать, вы не поймите меня неправильно. То есть я не против того, чтобы получать академические знания. Это здорово. Но это не просто должен быть набор формальных знаний, которые ты из книжки прочитал, как часто бывает. Без уверенных познаний в богословии очень часто происходит, когда верующие и даже церкви целиком впадают в ересь. Им кажется, что они что-то там изобрели, какое-то учение, у них там какое-то откровение. Когда ты посмотришь на историю, все уже было давно в веках, и эта ересь известна, и эта ересь известна. И так много церквей и людей, к сожалению, особенно среди протестантов, особенно среди харизматов, они просто улетают куда-то, вообще не туда, поэтому богословие – это важно. Но противоположная грань, противоположная канава, то есть с одной стороны все там супер духовные, с другой стороны это когда вот такие богословы, такие сухари. Вот они напитали их с книжных знаний, а практического хождения с Богом нет. Вы понимаете, о чем я? Надеюсь, сейчас будет понятно, зачем я вообще такое отступление делал. Я просто хочу сказать, что, будьте осторожны вот с этим. Просто я часто видел, знаете, когда вот люди, они, проповедники, размышляют, они вот говорят, вообще на самом деле нигде в Библии не написано в Бытие, что Бог, Он ходил и разговаривал с Адамом и Евой. Да. Есть как бы косвенные вещи, напрямую не говорится. И на основании этого они как бы подводят к тому, что Бог, Он на самом деле не хотел проводить время с Адамом и Евой. Понимаете? Он создал этот мир, Он их там создал, но сам где-то был там в стороне. Холодно на них смотрел. И то же самое говорят, бывает про Иисуса. Картину такую рисуют, это вот теология такая, или отстраненная. Вы знаете, я хочу, чтобы вы просто задумались. Бог, Отец, отдал Сына Своего Единородного за нас, чтобы Он умер за нас. Но Он не хочет проводить время с нами. Абсурд, да? Для меня не имеет никакого смысла. Я верю, что Бог, что тогда, это был Его план. Он создавал человека, и Он хотел быть в общении. Не то, чтобы Он нуждался в этом, потому что Он самодостаточен, но Он создал это творение, и Он искренне хотел иметь общение с человеком. И когда Он восстановил связь с нами сейчас, через смерть Иисуса Христа, я верю, что Он хочет иметь общение с нами. И самое лучшее доказательство, что Бог хочет иметь общение с нами, какое? То, что Он поместил себя внутри нас. Духа Своего внутри нас. Чтобы мы могли иметь общение. Дух Божий пришел, чтобы жить внутри нас. Давайте мы посмотрим Деяния, 2 глава, 38 стих. Петр отвечал толпе: «Покайтесь, и пусть каждый из вас будет крещен во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов, и вы получите в дар Святого Духа». Еще раз, что я хочу подчеркнуть. Когда мы каемся в своих грехах, крестимся в Иисуса Христа, Святой Дух приходит и начинает жить внутри нас. Есть у нас кто-то, кто может сказать, что Дух Святой живет внутри меня? Я хочу, чтобы ты немало не сомневался. Мы сейчас этого коснемся. Если ты покаялся, ты принял Иисуса Христа как своего Спасителя, ты принял водное крещение, Дух Божий, Дух Святой живет внутри тебя.
Но смотрите, Дух дан нам не для того, чтобы просто украшать нашу жизнь, как галочка такая. Ну, есть. Но Иисус, Он говорит, что я дам вам помощника, я дам вам утешителя, советника, заступника. Вот это вот слово на греческом. Другими словами, Дух был дан нам для того, чтобы что-то делать в нашей жизни. Что же Он должен делать? Смотрите, самое первое, Дух был послан для того, чтобы вести нас. Давайте мы прочитаем Римлянам 8 глава, 14 стих. Новый русский перевод. «Все, кем руководит Дух Божий, являются сыновьями Божьими». Я хочу вам в синодальном прочитать, потому что я в синодальном это место читал, для меня более привычно и понятно. «Ибо все водимые Духом Божиим суть сыны Божии». Если Дух Божий вводит тебя, направляет тебя, в новом русском переводе прям перевели «руководит», значит, ты сын или дочь Божия. Но смотрите, Святой Дух ведет нас не только для того, чтобы мы читали Священное Писание, но Он и вмешивается, может направлять нас в повседневной жизни, в определенные события в нашей жизни. Давайте мы прочитаем Деяния, 16 главу, 6 стих. Здесь Павел намеревается отправиться в провинцию Малая Асия. Давайте прочитаем. Деяния, 16 глава, 6 стих. «Они проходили через Фригию и Галатийскую область». Внимание. «Но Святой Дух не позволил им возвещать слово в провинции Азия». Если ты чувствителен, если ты научаешься различать, слышать наставления, вот это водительство Духа Святого, это не сразу приходит, со временем. И Дух Святой, Он никогда не выкручивает тебе руки. Так что у тебя нету никакого шанса, и ты такой, вот у меня все, я уже никак. У тебя всегда есть выбор, у тебя Бог именно так нас создал. Мы личность, мы имеем выбор. Но если ты научаешься слушать, ты слышишь, и Дух говорит, тебе не надо этого делать. Не лезь туда. Ничем хорошим это не закончится. Святой Дух также обличает нас в наших грехах. Давайте мы посмотрим. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 7-8 стих. «Но говорю вам истину, я ухожу ради вашего же блага». Это Иисус говорит своим ученикам. Он уже воскрес, и ему предстоит вот вознестись на небо, да? И Иисус им говорит, я ухожу ради вашего же блага. То есть вам же будет лучше, если я уйду к Отцу. Если я не уйду, то заступник, то есть Дух Святой, он про него говорит, с большой буквы здесь, не придет к вам, но если я пойду, то пошлю его к вам. Когда он придет, то обличит мир в его неправильном суждении о грехе, о праведности и о суде. Несколько вещей здесь я хочу подчеркнуть. Во-первых, смотрите, почему Иисус так говорил? Иисус, когда был здесь, на этой земле, Он был одновременно и Богом, и человеком. И Ему пришлось отказаться от каких-то Божьих атрибутов. Один из таких – это вездесущность. Он все-таки был человеком, и Он мог находиться в одном месте в какой-то определенный момент времени. Но Дух Божий, Он вездесущ. Он может быть одновременно в каждом из нас и вообще в любом верующем человеке по всей земле. И это несравненно лучше, чем если бы Иисус, Он был где-то с кем-то, с определенной группой и все. Вы понимаете? Это то, о чем Он здесь говорит. Ребят, да это круто будет. И второе, это то, что Он придет, когда Дух, Он обличит мир в неправильном суждении о грехе, о праведности и о суде. Смотрите, вот сейчас есть современные машины, ну и даже, может быть, не совсем современные. У меня вот в машине 20 лет, там такая система была. Система распознавания полосы. В Якутске, может быть, не так актуально, потому что у нас с разметкой, не очень. За зиму она стирается, пока ее нанесут, у нас уже опять снег выпадает, да? Но на Западе, в Москве, где все полосы, они четко разделены, прописаны, как работает эта система. Если ты ее ставишь, ты включаешь, ты едешь,
И если ты начинаешь прижиматься там, к краю дороги, или ты начинаешь выходить из своей полосы движения, ты приближаешься к этой белой разметке, то машина, она автоматом это чувствует, она видит, и она тебя в прямом смысле возвращает обратно на центр полосы. Точно так же задача Духа состоит в том, чтобы помогать мне, отталкивая меня от греха. Когда я приближаюсь, и вот она уже грань, и вот она эта полоса, и Дух Святой просто тебя обратно на автомате. Предупреждает, что ты слишком близко подошел к тому, чтобы стать греховным. Потому что если ты первый раз не послушал, он тебе говорил, второй раз, третий, а потом ты уже обнаруживаешь себя, что я вообще уже в канаву съехал. Вы понимаете, о чем я? Давайте прочитаем Римлянам 8 глава, 26 стих. «Также и Дух помогает нам при всей нашей слабости. Мы не знаем даже, о чем нам следует молиться, но Дух сам ходатайствует за нас вздохами, которые не могут быть выражены словами». И я разбирал это место Писания, сейчас подробно не буду. Если у нас есть на YouTube, где-то еще проповедь по поводу говорения на иных языках, да? Дар Святого Духа. И здесь вот говорится про это. Иногда бывает такое, когда ты не знаешь, о чем молиться. И вот как раз то время, когда ты можешь молиться на языках. Здесь получается, как у тебя есть дар такой, напрямую связь с Богом. Твой дух, он прямо молится сразу. И даже если ты не знаешь, потому что иногда люди подходят, например, ко мне могут подойти и спросить, и вот просят помолиться за что-то. И я смотрю, я даже не знаю, как сейчас сказать, чтобы никого не обидеть. То есть ситуации бывают разные. И я иногда понимаю, тот человек, о чем он просит, чтобы я молился, я вообще не уверен, что в этом есть воля Божия. Вы понимаете, о чем я? Но я не могу человеку сказать, что вот, иди сюда. Да? Но я могу молиться, что, Господи, пусть Твоя будет воля во всей этой ситуации. Молиться на языках об этом. И тогда Дух мой, который знает вообще все, что там, он участвует в молитве. Это, например, пример такой, да? Но что я хочу подчеркнуть? Дух, который живет внутри меня, он дает мне прямо вот такую, знаете, как прямая линия. Как вот, знаете, правительственная связь была. То есть можно набирать кому-то, но правительственная связь – это вот когда ты просто трубку поднимаешь, и этот кабель, он сразу идет куда надо. В кабинет начальника. У тебя прямая связь просто, правительственная, если так можно сказать, небесного правительства, сразу к шефу. Я могу продолжать и продолжать, рассказывая о том, что Дух делает для нас. Но сегодня я бы хочу прямо подчеркнуть именно на Рождество, сосредоточиться на самом важном, в чем Дух помогает нам. И смотрите, и самая важная роль Духа, помимо всего прочего, что мы говорили, что Он нас направляет, что Он нас корректирует и так далее, но Он также является печатью нашего спасения. Давайте прочитаем Ефесянам 1 глава, 13-14 стих. «В нем и вы, услышав слово истины, радостную весть, несущую вам спасение, и, поверив во Христа, были отмечены печатью обещанного Святого Духа, который является залогом нашего будущего наследия и искупления тех, кто принадлежит Ему, для похвалы Его славы». Святой Дух – это печать нашего спасения. Если у тебя есть Святой Дух, и Он в тебе, ты спасен. Это прямо такое, ты спасен. Смотрите, я не хочу ни в коем случае загнать кого-то в какие-то сомнения, чтобы вы сейчас начали ковыряться и говорить, а если у меня нет Духа? Значит, все? Еще раз, если ты покаялся, ты принял водное крещение, ты получил Святого Духа. Написано, что Духа Святого не угашайте. Ты можешь его угашать и подавлять в себе, так что он где-то, ты уже и не слышишь его. Может быть, когда-то там периодически какой-то голос, но ты прямо успешно уже научился бороться с ним и заглушаешь. Но ты получил Духа.
Когда мы предстанем пред престолом Божьим в конце времен, Бог не будет заглядывать в наше прошлое. Каким ты был, что ты делал, чтобы судить. Он будет смотреть, есть в тебе дух или нет. Принадлежишь ты Христу, Иисусу, или нет. Есть такое мнение среди верующих, определенные течения, что можно получить спасение и не получить Святого Духа, то есть принять Христа и не получить. Я вам скажу, что это не соответствует Писанию. Давайте мы прочитаем. Римлянам 8 глава, 9 стих. «Но если Дух Божий живет в вас, то вы уже находитесь не под властью греховной природы, а под властью Духа. А в ком нет Духа Христа, тот и не принадлежит Ему». Ему – это Христу. Если в тебе нет Духа Иисуса Христа, то ты Ему и не принадлежишь. А если ты Ему и не принадлежишь, то и нет у тебя спасения. Ты не можешь быть христианином, если в тебе нет Духа Божьего. Или по-другому, если ты христианин, если ты верующий, если ты принял Христа как своего Господа и Спасителя, ты покаялся, ты принял крещение, в тебе есть Дух Божий. Посмотрим, Иоанна 7 глава, 37-39 стих. «В последний и самый торжественный день праздника Иисус встал и громко возгласил: кто хочет пить, пусть приходит ко мне и пьет. Кто верит в меня, как говорит Писание, у того из сердца потекут реки живой воды». Иисус имел в виду Духа, которого поверившие в Него должны были позже получить. Дух еще не был дан верующим, так как Иисус еще не был прославлен. Смотрите, все, кто был, когда Иисус ходил, верующие, они еще не имели Духа. Потому что Он пришел после того, как Иисус, Он умер, воскрес, и потом Он вознесся на небо и был прославлен. И потом пришел Дух Святой, вы все знаете. И с той поры люди, когда, вы знаете, день Пятидесятницы самый первый, когда много-много-много людей, сотни, получили Духа. Первые христиане, которые... До этого христиан не было. Но что я хочу сказать? Знаете, значение Рождества заключается не просто в факте рождения Спасителя-младенца. Еще раз, Иисус не остался младенцем. Он вырос. В 30 лет начал свое служение. Дальше, 3 года Он готовил апостолов, учеников. Затем осознанно пошел на смерть и взял на себя грех этого мира. Умер и воскрес. Потом вознесся на небо и сел по правую руку Бога Отца. А сюда на землю был отправлен Дух Божий, который живет в нас и направляет и меняет нас. Это та батарейка, это та жизненная сила, которая дает нам энергию, дает нам питание, желание и способность жить в Боге. Вы со мной? Хочу закончить просто. Марка 16 глава, 16 стих. Тот, кто поверит и примет крещение, будет спасен, а тот, кто не поверит, будет осужден. Ребят, я вас поздравляю. Вы поверили? Вы приняли крещение? Вы спасены. Не потому, что вы такие замечательные, хотя вы замечательные. Но ты не можешь сделать ничего такого, чтобы быть достаточно хорошим в глазах Бога. Но Иисус уже все сделал. Поэтому я хочу, чтобы вы немало не сомневались, если ты покаялся, ты крестился, у тебя есть Дух Божий. Не угашайте Его. Научитесь слышать Его голос, быть водимым им. И позвольте Ему менять вас. Я правильно сказал? Менять вас изнутри. Чтобы мы начали отображать Христа. Чтобы у нас были плоды Духа, духовные плоды. Мир, радость и все, о чем мы читали. Аминь.